Всем привет! Сейчас начнем с повторения прошлого урока. На прошлом уроке мы рассмотрели инструменты вкладки «Эффекты». Справа мы можем видеть панельку с вкладками «Слои», «FX», стили текста и «Банк». Нам нужна вкладка «FX» или же «Эффекты». Как мы можем видеть, эффекты на данный момент заблокированы. Это потому, что мы еще не выделили наш объект. А для того, чтобы ее выделить, нам нужен инструмент перемещения. Или же можем нажать просто горячую клавишу V, английскую. Потом мы просто выбираем наш квадрат. И теперь эффекты нам доступны. И сразу же, чтобы нам было удобно, мы можем переместить эффекты в отдельный интерфейс, нажав на эту шестеренку. И вот так вот открывается у нас интерфейс. И мы можем смотреть наш первый эффект. Первый эффект — это у нас размытие по Гауссу. Оно добавляет эффект размытия. Здесь есть ползунок, которым мы можем настраивать это самое размытие. Можем сделать совсем размытым, можем сделать немножечко четким или на средне размытым. Вот. Это все, что можно рассказать об этом эффекте. Идем дальше. Дальше у нас был эффект внешняя тень. Она добавляет тень снаружи нашего объекта. То есть вот можете наблюдать тень. Здесь также можно настроить ее. Можно сделать ее более четким или более размытым. Можно сделать смещение, интенсивность и угол. Так, вот все. Теперь мы идем к эффекту внутренняя тень. Она также добавляет тень, но внутри нашего объекта. Здесь все так же, как с внешней тенью. Можем ее по-разному настроить. Можем повернуть. Так вот. И так далее. Дальше эффект внешнее свечение. Оно добавляет нашему объекту такой эффект свечения. Чем-то похожее на тень. Мы также можем ее здесь настроить. Можем сделать таким вот, почти как обводкой. И так далее. Внутреннее свечение. Это эффект, то же самое, что и внешнее свечение, но добавляет свечение внутри нашего объекта, ну и как и внутренняя тень, внешняя тень. Можем поменять радиус. Также можем поменять отображение. Будет ли свечение идти из центра или из краев. Вот. Далее у нас идет инструмент, эффект контур. Он добавляет нашему объекту такой вот контур. Это уже некая альтернатива, получается, обводке. И просто добавляет такой вот контур. Можем ее настроить, увеличить радиус этого контура. Можем сделать его снаружи, по центру или внутри и так далее. Далее у нас идет эффект трехмерность. Прибавляет нашему объекту эффект трехмерности. Вот. Можем настроить тоже. Отражение, диффузию, блеск, отражаемый свет. Вот. Следующий эффект называется скос или же теснение. То же самое, что и трехмерность, но с отличием, что здесь можно выбрать тип. Можем сделать внутри, можем сделать снаружи, можем прибавить рельефности или сделать ее выпуклым. Можем
исходящий направление света. Также у нас был эффект перекрытия цвета. Он просто перекрывает цвет, который находился изначально в объекте. Можем сделать прозрачность. И здесь режимы наложения. Их очень много. Всех мы рассматривать не будем. И последний эффект, который мы рассматривали, это градиентное перекрытие. То же самое, что и перекрытие цвета, только добавлением градиента. Итак, следующий инструмент, который мы рассмотрим, будет текстовая область. Выбрать его можно на панели инструментов слева, вот здесь. Также, если вы не видите его, вы можете нажать правой кнопкой мыши по иконке текста и выделить инструмент текстовая область. Потом мы можем просто выделить область, в которой мы будем печатать текст. Например, вот так. И напишем, например, это текстовая область. Мы можем копировать его с помощью Ctrl-C, Ctrl-V. И давайте рассмотрим, как же нам выделять текст в данной текстовой области. Двойным щелчком мы можем выделять слова. Также, если зажать Ctrl, мы можем выбирать отдельные слова. То есть, например, вот так вот. И удалим их. Тройным щелчком мы будем выделять целую строку. Вот так. Щелкнув 4 раза, мы будем выделять параграф. Верхний параграф выделился. Вот нижний. И чтобы выделить весь текст в текстовой области, нам нужно нажать 5 раз. Вот так вот. И также мы можем, конечно же, отредактировать сам текст. Например, вот здесь вот. Поменять ему шрифт. Изменить размер. Добавить курсив, подчеркивание или сделать его полужирным. Изменить цвет. Сделать выравнивание по центру, или же по правому краю, или же по левому краю. Также мы можем добавить эффекты, например, внешнюю тень. И также я хочу подметить то, что применяться все изменения с шрифтом будут только на тот текст, который мы выделили. Например, сейчас я выделил вот этот вот текст. И давайте изменим размер. Видите? Размер меняется только у того текста, который мы выделили. Теперь хочу подметить то, что наш текст вышел за рамки текстовой области. И для того, чтобы автоматически, не вручную, вот так вот делать, мы можем просто двойным щелчком по этому кружку центру сделать вот так вот. Также мы можем с помощью вот этого вот кружка изменять размер,
этой области, при этом сохраняя пропорции своего текста. Вот так. Ну все. На этом все. Всем спасибо за просмотр.